перед войной думали, что начнется война, прям война? Да, думали, да. Думали, что начнется полномасштабная война? Да. Это уже события в Осетии были, Карабахская война уже шла, и это опыт показывал, что грузины... Вопрос времени. Да, вопрос времени. И по возможности наши лидеры оттягивали вот этот момент. Они все сделали. Даже Переговоры же шли постоянные, переговоры приезжали. Переговоры. Вот один момент такой расскажу. 92-й год был, 92-й уже год. Это в феврале месяце, если вы помните, там есть кадры, по-моему, когда по согласованию с нашими властями грузинские гвардейцы делали вояж до западной границы Грузии, до Псов. Там Чвени-Мица, там они фотографировались, Да. воду Псов пили, воду пили. Вот эти БТР уже у нас были тогда. И мы приехали к Владиславу Григорьевичу, зная, что они будут проезжать в Гудауту, спросить, мы можем пойти на такой шаг? Какой? У нас уже ополчение было. Резервные роты в Пицунде были, Али Кайба занимался, там часть была, они ушли. В Гудаутах мы тогда в санатории «Волга» находились, наши ополченцы, резервисты, и мы одели их в старую советскую военную форму образца Отечественной войны 41 года. Владислав Григорьевич нам дал добро. Мы построили их, поставили возле Постага и с условием, что мы их остановим, что просто так они не проедут. Но он дал добро, сказал единственное, чтобы властные структуры там были. Это начальник РОВД, тогда Анатолий Авицба был. А начальником районного отдела СГККБ был Артем Борцец. Они там присутствуют, там есть кадры. И вот эти мы два БТРа, они уже перекрашенные были. У нас не было пулемета большого. И такой был, земля ему богом, Валик от Ранч. Он говорит они же все равно, говорит, близко не подойдут к грузину. Такого же диаметра шланг нашел и ставил в гнездо вместо этого большого пулемета. Владислав нам дал добро. Мы без спроса не могли. Мы же не политики. Какая ситуация, куда выведет. И вот едет эскорт большой. Возглавлял его тогда уже, как его назвал Шеварднадзе, молодой человек с рыцарским мышлением. Гие Каркарашвили. Мы же не знали, кто едет. И, в общем, на подъезде матюгальник говорит такие слова: служители Гудаутского района приветствует Национальная гвардия Грузии. Там несколько машин впереди, а он ехал на такси сзади, там автобусы и так далее. Его остановили, цель поездки и так далее. Мы хотели показать, что просто так они ни туда, ни сюда не смогут. Давайте уточним. Это же не просто была у них акция проехать до ПСО. Это политическая акция была. Акция, да. Вот, это потому что кто-то может, мне кажется, смотреть, подумать, почему цель вашей вот этого акции с вашей стороны была. С вашей стороны был ответ уже на какую-то политическую акцию. Мы хотели показать, может, маленькие силы, что мы будем стоять до конца. Что мы будем готовиться. Хотя у нас силы несоизмеримые вообще, но что абхазский народ будет стоять до конца. Это очень важно показывать, мне кажется, в сложные моменты. Часто кто-то думает, лучше промолчать, переждать, смягчать углы. Но если драка неизбежна, как сказал... Ты первым, Фредди. Да. Владимир Владимирович Путин произнес недавно, пару лет назад: Питер научил, питерские улицы, если драка неизбежна, бить надо первым. Вооружение-то у них, когда после соглашения, у них же эйфория была огромная, что они там нас переедут, они нас перетрут. Поэтому и соглашение, там встреча Шеварднадзе с Ельциным, она дала толчок. До конца хочу раскрыть скобки. Вот то, что
ты задал вопрос, что никто нам ни с какой стороны ни оружием не помогал, ни деньгами. Вот это сейчас, что я о чем говорю, Цхинвалский груз, там несколько единиц бронетехники и другие военные вещи, это только у нас был фонд свой, только за деньги предпринимателей Гудаутского района. Исключительно мы никогда ни с каких других организаций на эти цели ничего не брали. Мы наоборот, да, сами тоже помогали, там форуму и так далее, фонд был. А вот эти вещи были приобретены только... Именно что вы называете. Да. Ну, еще по стране же были вот... самое интересное, что я часто сталкиваюсь, многие неорганизованные и не скоординированные Были по- такие, мы по всей знаем республике. таких. И Да, после войны групп- наверняка узнали только И это. перед войной знали, были группы, да, единичные были. Вы говорите, я просто за что уточняю, вы говорите именно за то, что вы видели, что Да. вы делали, да? Это что мы делали. А были и другие группы, Да. которые мы знали, что делают. Да, конечно, естественно, и такие. Но я о чем говорю сейчас, это только деньги. И самый большой взнос, там их больше 20 человек, был такой Зурик Тарба, он на чайной фабрике работал, а Паша Ардзенба. Даже первые дни войны, Паша 16 миллионов сразу деньги в штаб обороны принес. Это если по эквиваленту посчитать, больше 2 миллионов Да. долларов, огромные деньги. А кто-то с такими деньгами при любой власти мог устроиться Ну, и хорошо себя чувствовать. согласен.